карындашлар, сайгылы диндашлар, бүгінгі хутбеміз эхлак аққында olacak. Nasıl Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sahabelerini keçken nesillerine yetiştirdi, terbiye verdi. Мои дорогие братья, сегодня мы будем говорить о том, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям созидал то общество, то первое общество, которое во веки веков, вплоть до судного дня, стало примером подражания для мусульман, для всего мира. Есть два процесса. Есть процесс разложения, есть процесс созидания. И процесс созидания, он важен. Да? А процесс разложения, он также существует. Что первостепеннее? Созидать или избегать разложения? Возможно, я говорю непонятными вещами, непонятными какими-то понятиями, но я буду раскрывать, и вы поймете. Я веду к чему? Я веду к тому, что первостепеннее, это подчеркивается в красной нитью, лейтмотивом во всех шариатских хукмах, это то, чтобы избегать вреда. Даруль мафасид ауля мин джальбаль масалих. То есть первостепеннее избегать вреда, нежели приносить вред. Теперь от абстрактного перейдем к конкретному. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям уделял процессу созидания, уделял тому, чтобы общество, первое общество мусульман не разлагалось, огромное, колоссальное внимание. Что он говорил, например? Вы знаете, вот этот хадис, он косвенно указывает на те проблемы, которые были в любом обществе, есть и будут. Поэтому вот эти примеры, которые я сейчас привожу, они архиактуальны, в том числе и для нашего общества, да, в принципе, для любого общества. Смотрите, что он говорил. Однажды он вышел и сказал: «Ля юбаллигуни ахадун». Пусть никто мне не приходит и не рассказывает. «Мин асхаби ан ахадин шейян». О моих сподвижниках что-либо. «Фа инни ухиббу нахруджа илейкум». Потому что мне хочется, чтобы я, когда выходил к вам, «Уа-ана салиму садр», чтобы мое сердце было здравым, расположенным к вам. На что указывает этот хадис косвенно? На то, что мы приходили, говорили, жаловались на того, на сего и так далее. А как это сегодня актуально среди общества мусульман? Когда приходят, говорят: «А, шейх, вот там такой-то, он бритый, я не знаю, еще такой-то, этот всякой-то» и так далее. Этого не должно быть в обществе. Мы должны созидать, мы должны друг друга призывать, воспитывать. Или другой пример. Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине первый, кто войдет через эту дверь, он обитатель рая». Он один из обитателей рая. И зашел Абдуллах ибн Салям. В этой версии так это рассказывается. И к нему подошли люди из числа сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сообщили ему об этом, то есть о том, что сказал пророк. И сказали, спросили его: «Сообщи нам, что же есть такое твердое в тебе, из твоих дел? Что ты же такое делаешь?» Тогда он сказал: «Поистине», то есть Абдуллах ибн Салям сказал: «Поистине я человек слабый. Поистине самое твердое, посредством чего я могу надеяться на рай Аллаха, на милость Аллаха, это что? Это здравое сердце, здоровое сердце. И оставление того, что меня не касается». Или же, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описывая верующего, очень важное описание, очень важные характеристики, качества, что он сказал? «Аль-му'мину гиррун карим». Верующий человек, гир, что значит гир?
Ягурруху нас, ягурруху ашья. То есть он такой, знаете, искренний, то есть простодушный, доверчивый. То есть нет у него вот этой подлости в сердце. То есть обольщается легко, если буквально переводить. Карим, благородный, великодушный. А в противовес, как пророк ﷺ описывает фаджира, то есть нечестивца, грешника, что он говорит? Уаль фаджиру хаббун лаим. То есть, а нечестивец, грешник, он что? Хаб. Хаб что значит? Дерзкий. Такой дерзкий. Лаим подлый, низкий. Вот такие вот описания. Или же, как сказал посланник Аллаха, когда его спросили, «Айю наси афдаль?» Кто из людей самый лучший посланник Аллаха? Он сказал, «Куллу махмумил кальби садукул лисан». Садукул лисан, то есть правдивый на язык. Сподвижники это поняли и сказали, «Садукул лисан», мы знаем, что это такое, правдивый на язык. Что же такое махмумул кальб, о посланник Аллаха? Кальб – это сердце. Что же такое махмум? То есть они не поняли, потому что хамма означает подметать, выметать, мести. На что посланник Аллаха объяснил, сказав так: «Ла ithma алей, хуа такийюн наки». Он богобоязненный, чистый изнутри. «Ла ithma алей», нет на нем греха. «Вала багья, вала гилля, вала хасада». Нет у него баги, то есть мерзости, пошлости, вала гиль, злобы, вражды, зависти, чистый изнутри. Это то, что делал посланник Аллаха, то, к чему он призывал. Но знаете, что есть целые аяты, есть даже целая сура, которая уделена этому вниманию. И она была ниспослана уже в мединский период, когда тогда уже пошло становление государственности при пророке ﷺ. Насколько это важно? Это сура Аль-Худжурат. То есть, и эта сура, она очень-очень интересная. Я вот советую углубиться, времени... Худба – это худба, это не урок. Но я приведу лишь некоторые примеры касающиеся этой суры. Первый аят этой суры, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «О те, которые уверовали, ла тукаддиму байна ядей Аллахи ва расулихи, ваттакуллаха, инна Аллаха сами'ун алим». О те, которые уверовали, не опережайте Аллаха и его посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах слышащий и знающий. О ком это? О чем это? То есть, да, понятен, очевидный смысл понятен. Но себаб нузуль, причина ниспослания какая? Обстоятельства какие? Удивитесь. Смотрите, что говорит Ибн Абу Мулейка. Он говорит: «Аль-хайирани, када аль-хайирани нюхляка». Вот-вот было уже как два самых избранных, имеется в виду среди сподвижников, были погублены. Кто имеется в виду? Абу Бакр имеется в виду, и Умар имеется в виду. Что же случилось? А получилось так. Естественно, они этого не хотели, и это им прощено, смотрите. Это ни в коем случае не указывает на какие-то низкие качества этих величайших сподвижников. Это урок. Что же случилось? А случилось следующее. То есть они при пророке повысили голос. А как же это получилось? А получилось это так, что пришла делегация. Как раз был период Медины, когда приходили делегации, племенами принимали ислам. Ислам начал набирать силу, распространяться. Бену Тамим, пришла делегация Бену Тамим. И, видимо, Абу Бакр хотел что-то посоветовать посланнику Аллаха и указал на одного человека. Зачем указал, на что указал, не упоминается. То есть дал, видимо, хотел дать какой-то совет посланнику Аллаха. Указал на Акра ибн Хабиса. Умар же в этом ревате говорится, указал на другого человека. И говорит, я не помню его имени. Но неважно, как его звали. И тогда Абу Бакр сказал: «Ма аратта илля хиляфи». Ты вот это сделал специально, чтобы мне противоречить. А как часто это бывает сегодня? Как часто подобные ситуации встречаются? Когда в душах зарождается стремление, то есть посоветовать, поуправлять,
и так далее. Хотя многие не понимают, что это ответственность, великая ответственность. И тогда что? Они подняли голос, и после этого был ниспослан этот аят. Вы можете себе это представить, вот эти обстоятельства, и то, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям воспитывал, и то, как Аллах воспитывал. Дальше, в следующем аяте говорится: «Вот те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого». И как реагировали сердца сподвижников на все это? Омар после этого, после того, как услышал эти аяты, что он, то есть передает о нем, что Ибн Зубайр говорит. «Фамакяна Омар юсмиу расулилла». Впредь после этого Омар, если что-то хотел сказать, он перед этим спрашивал посланника Аллаха. И третий аят. «Воистину, сердца тех, которые при посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил для богобоязненности. Ему готовы прощение и великая награда». Омар был таким, да, как мы упомянули. Абу Бакр, услышав эти аяты, поклялся, «Фа'алейту аля нафси алла укаллима расуля Аллах», что впредь я не буду говорить с посланником Аллаха «илля ка ахи сирар», кроме как ахи сирар имеется в виду обладатель секретов, то есть очень аккуратно, не повышая голос и так далее, очень скромно, очень осторожно и так далее. И в следующем аяте Аллах говорит: «Воистину большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы лучше для них. Аллах прощающий, милосердный». Это опять же по поводу той же делегации Бену Тамим, которая пришла, как упоминается это в некоторых риваятах, сообщениях, и начали они искать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А известно, что комнаты посланника Аллаха, имеется в виду комнаты жен посланника Аллаха, то есть выходили к мечети, они не знали, в какой он комнате, в каком доме, у какой жены он спит. Это было время кайлюли, видимо. А он прилег поспать. А они что начали? Они не нашли Мухаммада и начали ходить. «Я Мухаммад! Я Мухаммад!» Начали повышать голос. И тогда было, и это принесло страдания посланнику Аллаха. А некоторых в риваятах упоминается, что некоторые из них сказали: «О, Мухаммад, выходи к нам! Выходи к нам!» Начали вот так его звать, еще и грубо говорить. «Фаин мадахна зейн ваин зумна шейн». Если мы тебя похвалим, то это хорошо, если мы тебя опозорим, то это стыд, нечестие. Вот такие вещи начали говорить. То есть повышать голос, некоторые из них. И после этого были эти ниспосланные эти аяты. И далее Аллах говорит в этой суре о те, которые уверовали. А этот аят, о Аллах, сколько в нем урока. О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнаете, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. История связана с Харисом, с величайшим сподвижником, которого звали Аль-Харис ибн Абу-Дирар Аль-Хузяи. Этот человек пришел к посланнику Аллаха. Посланник Аллаха призвал его к исламу. Он принял ислам. Посланник Аллаха рассказал ему о закяте, что надо выплачивать закят. Он сказал: «О посланник Аллаха, позволь мне, я пойду к своему народу, призову их к исламу, потом призову их к закяту и буду собирать для тебя закят и отдавать тебе этот закят». И посланник Аллаха обусловился с ним, договорился с ним, что в назначенное определенное время он будет отправлять гонца за этим закятом. И тот пошел, действительно начал призывать, и его племя начало принимать ислам, он призвал к закяту, и наступил этот срок времени сдачи закята. И он собрал этот закят, однако что случилось? А случилось то, что посланник Аллаха выбрал для этой работы одного человека, которого звали Аль-Валид ибн Акба, и отправил его. Но Валид ибн Акба, в чем секрет? Да? И как часто это повторяется сегодня среди нас?
У него в джахилии была какая-то проблема с этим племенем. Возможно, с этим человеком, но не упоминается подробности. И он из-за того, что у него была проблема какая-то в джахилии, не в исламе, он уже был что? Как бы предвзято относился к этому, чего-то опасался. Это очень часто бывает в наше современное время среди мусульман, во взаимоотношениях мусульман. И он отправился за закятом, вышел в путь. Видимо, чуть-чуть опоздал, может быть. Потому что та сторона, Аль-Харис, который собрал закят, он ждал. Ждал, как упоминается здесь в этом сообщении. И уже начал переживать, почему же, где же этот гонец, посланник Аллаха за закятом, почему его нету? Он начал переживать, быть может, посланник Аллаха сам разгневался на нас. То есть и мы будем погублены, он начал переживать за это. И что сказал? Сказал, выходим. То есть выходим, отправляемся в Медину. И они вышли. А тот увидел, что увидел, отряды увидел. И подумал, что они собираются, что они типа вероотступники, собираются на него напасть. Сделал сам вывод, додумал, повернулся и пошел к посланнику Аллаха и сказал: о, посланник Аллаха, они не хотят давать закят, они хотели меня убить. Вот что он сказал. В это время Харис направляется в Медину к пророку ﷺ. А пророк ﷺ отправляет навстречу им, то есть снаряжает тоже отряд. И когда уже это все выясняется, и посланник Аллаха уже задает Харису этот вопрос и говорит: ты не захотел отдавать закят, и ты хотел убить моего гонца? Он говорит: нет, о посланник Аллаха. Он ему говорит: ла валлади ба'атака бильхак. Нет, клянусь тем, кто направил тебя с истиной. Мара айту, я вообще его не видел. Не видел я Валида ибн Уқба. Ва арадту катля расули. Валя атани, он не пришел ко мне. Ва ма акбальту илля хина хтабаса алейя расулю расулилля. И я не вышел в путь лишь только тогда, когда то есть понял, что задерживаться нету посланника. Я ждал, не дождался и вышел. Фахашиту эн такуна канат сахтатан мин Аллах азза ва джаль. Я забоялся, что это гнев Аллаха на нас, потому что нет гонца посланника Аллаха и его посланника. Гнев Аллаха, всемогущего велик, и его посланник. Вот такая вот интереснейшая история. Примеры этой истории аналогичные, можно вот прямо вот из нашей жизни приводи и приводи. И далее Аллах говорит: знайте, что среди вас находится посланник Аллаха. Если бы он подчинялся вам во многих делах, то вы непременно попали бы в затруднительное положение. Но Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем. По милосердию и милости Аллах, знающий, мудрый. И далее Аллах говорит: если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Аллах любит беспристрастных. А эта история с кем связана? Связана с Абдуллахом ибн Убайем. На тот момент его считали мусульманином, хотя он был мунафик. И Аллах, и его посланник знали, что он мунафик. Но этот секрет не раскрывался, дабы не было разложения в обществе, про которое я говорил в самом начале. Да? Хикма, мудрость в этом заключается. Что же случилось? Упоминается о том, что пророку попросили: о, если бы ты пошел и переговорил с Абдуллахом ибн Убайем, потому что он был авторитетом среди жителей Ясриба, Медины. И он отправился, вышел в путь со сподвижниками. Но он, когда приблизился, пыль поднялась. Абдуллах ибн Убай высокомерно что сказал посланнику Аллаха? Он сказал: «Илейка анни», отойди от меня. «Валлахи лакад азани натину химарик». Вы смотрите, это слова этого лицемера. Но на тот момент это не так было все явно и очевидно. Он сказал:
мне досаждает неприятный запах твоего осла, говорит пророку саллаллаху эти слова. Естественно, сподвижники, которые были рядом, возмутились. Сказали, да запах осла посланника Аллаха намного лучше, чем твой запах. И что произошло? Вспышка произошла. Драка началась. Начали друг друга бить. Ну, пророк саллаллаху успокоил их, и все это успокоилось, и поэтому вот эти аяты были ниспосланы, которые я привел. И далее Аллах говорит: воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, быть может, вы будете помилованы. И далее Аллах говорит: о те, которые уверовали, пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами. Ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, как это часто распространяется, да? Распространено у нас. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. А эти аяты почему были ниспосланы? А потому что у сподвижников, сподвижниц были различные имена, как упоминается, да? Это передает Абу Джубейр ибн Дахак. Кадима Расул саллаллаху Медина, когда пророк саллаллаху прибыл в Медину, «Валейса минна раджун илля валяху исман ау саляса». Не было среди нас мужчины, у которого не было по 2, по 3 имени. Имеется в виду было имя, и прозвища были различные. «Факана ида да'a ахаду минхум бисмин мин тилька ласма». Если кто-то звал кого-то одним из этих имен, то есть звали, «Калю, я Расулуллах, иннаху яхдаб». И они пожаловались посланнику Аллаха, сказали: о посланник Аллах, он гневается. То есть, когда его зовут этим именем, этим прозвищем, это ему не нравится, он сердится. И после этого были ниспосланы те аяты, которые были прочитаны. И далее эта сура воспитывает и воспитывает то самое прекрасное общество тех самых людей, которые войдут в историю как сподвижники, которых мы сегодня обязаны любить. Читая эти истории, ни в коем случае мы не должны что-то думать дурное о них, потому что им это прощено. Но простится ли нам это сегодня? И мы обязаны их любить, потому что посланник Аллаха сам говорил: не ругайте моих сподвижников, любите их. И тот, кто полюбил их, любовью ко мне полюбил. То есть любовь к сподвижникам свидетельствует в равной мере о любви к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И не чувствуйте неприязни к ним, ибо если вы будете чувствовать неприязнь к ним, к сподвижникам, то это свидетельствует о такой же неприязни к пророку. «Фаман абгадахум бибугды абгадахум». Вот так строилось, созидалось первое общество. Поистине в день джума есть такой момент, есть такие секунды, такой час, как это упоминается в хадисах, когда Аллах принимает мольбы молящихся. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Мы Его восхваляем и лишь Его восславляем, и лишь Его молим о помощи. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Амабад. Итак, дорогие братья, я привел примеры, объяснил, насколько это важно. Если мусульманская умма сегодня хочет достичь нечто великого, если она хочет созидать, если она хочет строить, то она должна уделять этим моментам огромное внимание. Потому что без этого мы ничего не добьемся. Не получится у нас ничего. И вы видите, да, и свидетельство тому, что это сура целая, которую мы сейчас очень бегло, быстро разобрали, она была ниспослана в Медине. И тот хадис, кстати говоря, который я привел, где посланник Аллаха говорит: «Ля тасуббу асхаби», не ругайте моих сподвижников. Знаете, о ком он и как это произошло? Это Халид ибн аль-Валид. Халид ибн аль-Валид. Сайфуллах аль-Маслюль. Обнаженный меч Аллаха. Сказал что-то неприятное. В адрес кого? Абдуррахмана ибн Ауфа. Кто такой Абдуррахман ибн Ауф?
тот, кому было дарован рай при жизни, кто вошел, тех, кому был дарован рай при жизни. Можете себе это представить? Что-то возникло между ними, и эти слова были адресованы именно в адрес Валида, Халида ибн Валида. Но они были такими и стали такими, на которых мы сегодня равняемся, и все мусульмане, да все люди будут равняться, иншаллах, вплоть до судного дня. Да? Но какими они стали? Вопрос в этом всегда. Какими они стали? Вот я сейчас приведу вам ряд примеров, какими стали, в том числе про Халида ибн Валида. Какими они стали? Я надеюсь, что эти примеры будут светочем для каждого из нас, будут примером для каждого из нас в жизни. Однажды к Халиду ибн Валиду пришел некий человек и сказал: такой-то человек ругает тебя, он ругал тебя. На что Халид ответил: та его книга, пусть заполняет ее чем хочет. Халид ибн Валид. Один человек сказал Вахбу ибн Мунаббиху: такой-то бранил на тебя. На что Вахб сказал: неужели шайтан не нашел посланца, кроме тебя? Некий человек сказал другому, что ругает тебя. Не упоминаются тут имена. Но это все истории из жизни праведных предшественников. И тот ответил: он выпустил в меня свою стрелу и не попал. Так почему же ты принес эту стрелу и ударил ею в мое сердце? Однажды к имаму Шафи'и, рахимахуллах, пришел человек и сказал: такой-то человек упоминает о тебе плохо. Имам ответил ему: если ты говоришь правду, то ты наммам, то ты тот, который делает намиму, то есть сплетник, доносчик. А если ты врешь, то ты фасик, то ты нечестивец. Тот человек застеснялся и ушел. Вот так вот. И в заключение я приведу тот хадис, с которого начал, да, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не доносите мне ничего о моих сподвижниках, поистине я люблю выходить к вам со здравым сердцем.